Маршал Душуг Махквай. В студии сегодня Лейла и коротко о главных событиях в мире в рубрике «Еженедельные новости» ЧТП. Украина. ВСУ сообщили, что в субботу они сбили российский истребитель, в то время как Россия заявила, что добилась успехов на востоке Украины. Российский бомбардировщик был сбит недалеко от города Константиновка в Донецкой области, сообщил глава военной администрации Константиновки Сергей Горбунов, которого цитирует украинская общественная телекомпания «Суспільне». На фотографиях видны обугленные останки самолета после того, как он упал на загоревшийся дом. США. Вблизи Лас-Вегаса при посадке загорелся пассажирский самолет. Самолет авиакомпании Frontier Airlines загорелся во время жесткой посадки в аэропорту имени Гарри Рида рядом с Лас-Вегасом в Неваде. По предварительным данным, никто не пострадал. Пассажиров и членов экипажа доставили в безопасное место. Причина инцидента выясняется. Британия. Правительство Великобритании включило в санкционный список Альфа-Банк Беларусь за его поддержку белорусского правительства. Об этом говорится в заявлении Управления по финансовым санкциям, обнародованном на сайте правительства Великобритании. Российская Федерация. В суд Екатеринбурга передано дело местного жителя, обвиняемого в ограблении 12 банков на сумму более 39 миллионов рублей. С 2015 по 2023 годы он угрожал сотрудникам банков предметом, похожим на пистолет, и использовал маскировку для сокрытия своей личности. Израиль. Израильские военные сообщили, что боевики Хизбаллы выпустили около 130 ракет по Израилю в субботу. Сообщений о жертвах или разрушениях не поступало. Армия обороны Израиля заявила, что продолжит атаковать цели в Ливане, чтобы ослабить Хизбаллу и отодвинуть ее от границы. Хизбалла, поддерживаемая Ираном, шиитская политическая партия и военизированная группировка в Ливане, признанная террористической в США, Германии и ряде суннитских арабских стран. Европейский Союз причисляет ее вооруженное крыло к террористическим группировкам. Израильские военные нанесли ночной удар по Бейруту после приказа об эвакуации нескольких районов. Также был нанесен удар по мечети возле больницы мучеников Аль-Аксы в Дейр-эль-Балахе, центральной части Газы, что привело к гибели по меньшей мере 18 человек. Эти удары произошли на фоне недавнего рейда Хамаса на юге Израиля и приближающейся годовщины войны в секторе Газа. Президент Франции Макрон выразил обеспокоенность по поводу конфликта в секторе Газа, заявив, что призывы к прекращению огня игнорируются и что это и угрожает безопасности Израиля и ведет к ненависти. Премьер-министр Израиля Нетаньяху резко отреагировал, заявив, что все цивилизованные страны должны поддерживать Израиль в борьбе с Ираном, и осудил призывы к эмбарго на поставки оружия Израилю. Офис Макрона ответил, что Франция остается верным другом Израиля, назвав реакцию Нетаньяху чрезмерной. На этом я с вами прощаюсь, Махквай, до следующего раза в эфире на канале Чеченской демократической партии. Адыкюев Шумахквай, Марш Айл.